Один из уфимских микрорайонов наводнили мыши. В жилом комплексе «Сосны» они поселились возле каждого дома. Грызуны совсем не боятся людей, а встретить их можно повсюду. Ситуацией уже заинтересовались в Госжилнадзоре, который проведет выездную проверку. Подробности расскажет Артур Шамсудинов. Ужас. Мышей в этом жилом комплексе уже давно никто не считает. Автор видео, похоже, сорвал джекпот. Сразу десятки особей в одном кадре. Впрочем, к нашествию невозможно привыкнуть, говорят местные жители. Вот здесь качели. Вот сидит, вот еще одна. И все это на детской площадке, рассказывает Оксана Донскова. Поэтому с ребенком на качели женщина больше не ходит. Ребенок не удивляется мышкам вообще теперь. То есть, если голуби увидят где-то в городе, это удивление, а мышь нет. У нас мыши — это как кошки, которые гуляют в любом другом дворе. Их много, штук по 10-15 мы видим каждый день. Я их снимаю на камеру. Совсем не рады такому соседству и владельцы домашних животных. Кошки и собаки порой норовят съесть хвостатых. Хозяева боятся, как бы они не подхватили заразу. Около магазинов, на углу, вот здесь, у нас около 37-го дома, просто кишмя кишат. Собака пытается за ними бегать. Но я очень боюсь, как бы она не отравилась. Чисто психологически я не отдыхаю на прогулке, а слежу, где мыши, чтобы моя собака их не съела. Это уже третья мышка, которую мы обнаружили, пока искали их по жилому комплексу. Что интересно, они совсем не боятся людей, действительно убедились в этом. И спокойно подойти к себе очень близко и снимать на камеру. По словам специалистов, жителям пришлось столкнуться с мышью-полевкой. И дело, скорее всего, в теплой зиме. Сугробы нынче небольшие, вот грызуны и выбрались к людям. Тем более, что жилой квартал окружен полями. Любопытно, что жители другого микрорайона, Яркий, обратили внимание на нашествие крыс, которые, не боясь, гуляют по скворечникам. Как раз-таки от холода они прячутся как раз-таки под толще снега, потому что там теплее, более теплая атмосфера, нежели, соответственно, сверху сугробов и так далее. А в теплых отапливаемых подвалах им просто удобнее быстрее размножаться. Они могут быть переносчиками различных заболеваний, в том числе мышиной лихорадки, либо они могут просто распространять большое количество своих фекалий и загрязнений. В том числе своим присутствием они могут привлечь бродячих собак, которые, соответственно, активизируют на них охоту. В ЖК «Сосны» две управляющие компании. В борьбе с общим врагом им пришлось объединить усилия. По словам руководителей, мышей пытались травить, но безуспешно. Дело в том, что жилой комплекс «Сосны» находится, так скажем, в эпицентре, в окружении полей, деревень. Вот, поэтому они, как правило, основной очаг идут оттуда. У нас договор с подрядной организацией заключены на обработку мест общего пользования, то есть в основном это подвальные помещения и контейнерные площадки. То есть нашествие есть на данный момент на территории жилого комплекса, то есть они бегают по тропинкам, по газону и прочее. Ситуация уже привлекла внимание ведомств. В управлении Роспотребнадзора посчитали, что нужно усилить дератизацию. Управлением выдано предписание управляющим компаниям для проведения дополнительных дератизационных работ с контролем эффективности проведенных мероприятий. Также в адрес администрации Ленинского района города Уфы выдано предписание на проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по уничтожению грызунов на лесопарковой территории, которая граничит с жилым комплексом. В управляющей компании предупредили жильцов, что повторно проведут обработку придомовых территорий. Особенно внимательными следует быть владельцам животных и родителям маленьких детей. Что касается травли мышей в полях, то тут предостерегают экологи. Яд вместе со снегом может попасть в грунтовые воды, что приведет к негативным последствиям для окружающей среды. Пока специалисты решают, как победить мышей, на подмогу вышли лисы. Дикие животные уже были замечены недалеко от поселка, очевидно, в поисках легкой добычи. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Ильдар Давлетов. Новости Уфа.